Башкирское национальное движение начала XX века, боровшееся за право своего народа на самоопределение в составе Федеративной демократической России, было разнородно в социальном отношении. Поэтому в числе активных участников башкирского национального движения можно было одновременно увидеть дворянина и крестьянина, башкира-вотчинника и безземельного типтяра, социалиста и монархиста, атеиста и муллу. В географическом отношении в нем были представлены все регионы исторической Башкирии, не только юго-восток, но и северо-запад. В советской историографии бытовало мнение о том, что башкирское национальное движение охватывало лишь население юго-восточных районов исторической Башкирии, входившей до революции в состав Оренбургской губернии. В Уфимской губернии, где, по словам советского историка Раимова, проживала большая часть башкир, национальное движение, напротив, не получило развития по причине сильного влияния идей большевизма. Утверждение историка Рифа Мухсиновича Раимова опровергается его же словами о том, что в 1917 году большевики из числа башкир исчислялись единицами. Поэтому об их серьезном влиянии на массы не могло быть и речи. Напротив, большая часть башкирского народа, в том числе его северо-западная часть, была охвачена национальным движением. Северо-западные и западные башкиры принимали самое активное участие в башкирском национальном движении. Даже если иметь в виду вот тех уездов, вот того Мензелинского уезда и других уездов, которые входили в состав не Уфимской и Оренбургской губернии, ну, да, скажем, Самарской, там, Пермской, там они все принимали самое активное участие. Ну, и оттуда вышли выдающиеся, можно сказать, даже лидеры, идеологи нашего башкирского национального движения. Высокая степень этнической консолидации позволила башкирам на протяжении 17-18 веков поднимать мощные восстания. К 20 веку возник самостоятельный башкирский национальный проект и собственный политический дискурс, очищенный от идей чингизизма и панисламизма. О его рождении с высокой трибуны возвестил выходец из Западной Башкирии, депутат мусульманской фракции Первой Государственной Думы Шах Айдар Сыртланов. Шах Айдар Сыртланов, 1847-1916, родился в ауле Шланлыкуль Белебеевского уезда Уфимской губернии, нынешнего Буздякского района Республики Башкортостан. Башкир рода Канлы. Потомственный дворянин, вотчинник, председатель Белебеевской уездной земской управы. Депутат Государственной Думы Российской империи первого, второго и третьего созывов. Член партии кадетов. Сын Есаула Шахигардана Сыртланова, начальника 12-го кантона башкирского войска. «Я представитель Уфимской губернии, выбранный тамошними коренными жителями башкирами», говорил он на заседании Думы 2 июня 1906 года. Башкиры приняли подданство 400 с лишним лет тому назад. Это не завоеванный народ. При принятии их в подданство им было обещано, что не тронут ни земли их, ни имущества, ни религии, ни обычаев, ни быта. Однако, по мнению Сыртланова, правительство не сдержало своих обещаний, наступало на религию и расхищало башкирские земли. Постоянно выступал в защиту земельных интересов башкирского народа, и ему даже дали прозвище, вот другие депутаты, что вот башкирская земля идет. Ну, Алиаскар Сыртланов, его сын, он получил блестящее образование, он окончил Петербургскую военную академию, там юридический отдел, и был адвокатом. Али Аскар, сын Шаха Айдара Сыртланова, служил в лейб-гвардии Литовском полку. Затем стал известным петербургским адвокатом. Например, он был защитником по делу адмирала Рождественского и генерала Стесселя, обвиненных за поражение в ходе русско-японской войны. Али Аскар Сыртланов был одним из первых из числа представителей мусульманской интеллигенции империи, кто еще в ходе Первой русской революции 1905-1907 годов выступал за право вотчинных народов на территориальную автономию. Ну, к великому сожалению, его в 1912 году застрелили. И Ахмедзаки Валиди по этому поводу писал: если бы
тогда не погиб, вот Галес Карсатланов, он бы возглавил башкирское движение. Прямо вот в воспоминаниях вот это есть. Однако в итоге башкирское национальное движение возглавил Ахмед Заки Валидов. Среди всех возможных претендентов на роль национального лидера именно его личность была наиболее релевантной в сложившейся исторической ситуации. Среди потенциальных вождей были дворяне, крупные вотчинники и офицеры. Но история выбрала представителя некогда бесправной социальной группы тептерей – Ахмед Заки Валидова. Он сумел объединить под знаменем борьбы за национальное самоопределение весь башкирский народ вне зависимости от сословной принадлежности и региона проживания. Из числа северо-западных башкир самым близким к нему был Ильдархан Мутин, который с самого начала был в числе активных участников национального движения. Ильдархан Мутин, 1888-1938 годы. Родился в ауле Такталачук Мензелинского уезда Уфимской губернии, нынешнего Актанышского района Республики Татарстан. Башкир рода Гирей. Потомок старшины Гирейской волости Тимира Мутина, помощника командира башкирского полка, участвовавшего в 1757 году в сражении под Гросс-Егерсдорфом. Потомственный дворянин, вотчинник. До февральской революции служил в 12-й пограничной бригаде. 20 июля 1917 года в Оренбурге состоялся первый всебашкирский курултай, на котором был избран Башкирский областной совет «Шура». В его исполком наряду с другими вошли братья Ильдархан и Гариф Мутины, первый из которых подготовил главный доклад по земельному вопросу, который лег в основу земельной программы башкирского движения. Уже после первого курултая, значит, первый всебашкирский курултай делегировал в Петербург, значит, временное правительство, значит, представителей башкирского народа. Это, как мы знаем, Заки Валиди, Усман Куватов и в том числе Ильдархан Мутин. Однако встреча с членами Временного правительства России оказалась напрасной, так как 25 октября 1917 года оно было низложено в результате большевистского переворота. В этих условиях башкирское шуро объявило автономию Башкортостана и созвало учредительный курултай башкирского народа, который образовал временный законодательный орган предпарламент. В него вошли, среди прочих, Реза-ад-Дин и Абдрахман Фахретдиновы. Реза-ад-Дин Фахретдинов, 1859-1936. Родился в ауле Кичучат Бугульминского уезда Самарской губернии, нынешнего Альметьевского района Республики Татарстан. Башкир рода Юрми, сословие тептяр, ученый-просветитель, муфтий Центрального духовного управления мусульман внутренней России и Сибири 1922-1936 годов. Реза-ад-Дин Фахретдинов, участвовавший в работе учредительного курултая, выступил с инициативой учреждения самостоятельного духовного управления мусульман Башкортостана. Его сын Абдрахман Фахретдинов стал непосредственным участником последующих событий, связанных с национальным строительством. Абдрахман Фахретдинов был назначен, возглавил информационный отдел правительства и одновременно был редактором правительственной газеты, называемой «Башкортостан Хукуметенин Тили», «Вестник правительства Башкирии». Газета «Вестник башкирского правительства» была создана в результате объединения двух более ранних печатных органов – газет «Башкорт» и «Голос Башкир». Кроме Фахретдиновых, из числа западных башкир в состав предпарламента, а затем башкирского правительства, вошел Искандер Султанов, фотографии которого, к сожалению, не сохранились. Исканбербек Султанов, 1872 год рождения. Родился в селе Мастеево Мензелинского уезда Уфимской губернии, нынешнего Актанышского района Республики Татарстан. Башкир рода Байлар, потомственный дворянин, вотчинник, заведующий юридическим отделом башкирского правительства. Родоначальником фамилии был поручик Абдул-Джалил Султанов, который был в составе 3000-го башкирского корпуса, действовавшего против польских конфедератов в 1771-72 годах. Его потомки служили юртовыми и походными старшинами. В
сотниками, есаулами и даже кантонными начальниками башкирского войска. Мухаммедияр Султанов был пятым муфтием Оренбургского духовного магометанского собрания. Сыртлановы, Султановы, Мутины, Акчулпановы и другие представляли собой башкирскую элиту, возникшую в конце XVIII века на месте истребленной в ходе башкирских восстаний старой феодальной знати. Являясь дворянами, они были интегрированы в административную структуру империи и весь XIX век были полностью ей лояльны. Но вот наступил век XX, и все изменилось. Возникла контрэлита, разночинная по своему составу и оппозиционная к самодержавию. Башкирские дворяне в большинстве присоединились к ней, сделав свой исторический выбор. Они выступили в пользу упразднения монархии и национальное самоопределение народов России. Провозглашенная в декабре 1917 года Башкирская республика охватывала пределы так называемой Малой Башкирии, в которую не входила основная часть Уфимской губернии, то есть северо-западная часть исторической Башкирии. Каково это было для северо-западных башкир знать, что их малая родина остается за пределами автономии? Однако им грела душу мысль о том недалеком будущем, когда в состав Башкортостана войдут их родные края. Уже в 1917 году была составлена карта так называемой Большой Башкирии, которая превосходила по территории современную республику Башкортостан, так как включала в себя Мензелинский уезд и даже земли гайнинских башкир в Пермской губернии. В постановлении учредительного Курултая Башкортостана от 18 декабря 1917 года говорилось: для введения автономного управления в Западной Башкирии, а именно в западных частях Уфимской, Самарской и Пермской губернии, должны быть созваны там не позже января 1918 года уездные съезды. На этих съездах мусульмане Западной Башкирии должны организовать кантональные управления и тем взять бразды правления в свои руки. Правительство же Башкурдистана со своей стороны должно употребить все усилия к тому, чтобы Уфимская губерния присоединилась целиком к Башкирии. Организацией башкирских съездов в различных регионах, в том числе в Бирском, Белебеевском и Мензелинском уездах, занимался певец башкирской революции, поэт Шейхзада Бабич. Шейхзада Бабич, 1895-1919 годы. Родился в селе Осяново Бирского уезда Уфимской губернии, нынешнего Дюртюлинского района Республики Башкортостан. Башкир рода Канглы. Сословие вотчинник, поэт, секретарь башкирского шуро, редактор газеты «Башкорт». Вы все знаете, это великий башкирский поэт, классик башкирской литературы, активный участник башкирского национального движения, ну, даже можно назвать одним из идеологов нашего башкирского движения. Он даже сложил свою голову на этом пути борьбы за автономию Башкортостана. Прекрасно знаем его замечательные стихи, посвященные целому башкирскому национальному движению и Башкортостану, Уралу, Салавату, Кураю и так далее. Как и планировалось, в начале 1918 года башкирские советы были организованы почти на всей территории исторической Башкирии. 18 февраля, то есть буквально через 2 дня после ареста оренбургскими большевиками башкирского правительства, в башкирском селе Бураево был провозглашен Бураевский башкирский кантон, представлявший собой изолированный анклав внутри Уфимской губернии и включавший в себя 8 властей. Руководил действиями местных башкир некий Шарафи Хамидов. Шарафуддин Хамидов, башкир рода Ельдяк, сословие вотчинник, род занятий хлебная торговля. 10-й, никем не запланированный Бураевский башкирский кантон продержался около 2 месяцев. Но затем был ликвидирован отрядами Красной гвардии, прибывшими из Бирска и Уфы. Тем временем башкирское правительство, освобожденное из-под ареста в результате внезапной атаки оренбургских казаков и башкир во главе с поручиком Амиром Карамышевым, перебралось в Челябинск, где возобновило свою работу. Заключив союз с командованием Чехословацкого корпуса, башкирские лидеры приступили к организации национальной армии. Челябинская газета «Власть народа» сообщала:
Вершит дела всего Башкортостана очень небольшое, но крепко организованное правительство. Председатель юрист Бигбов курирует земельный вопрос. Помощник председателя и глава военного ведомства Заки Валиди, Михайлов председатель лесного ведомства, адвокат Султанов ведает делами правосудия, продовольственными делами занимается Адигамов, просвещением заведует Рамеев, финансами Мутин. Здесь следует добавить, что кроме финансов Ильдархан Мутин занимался военными делами. Он вместе с Валидом возглавлял Башкирский военный совет. Несмотря на такое достаточно, может быть, второстепенное название этой организации, на самом деле она играла ключевую роль не только в управлении башкирскими войсками, но вообще в судьбе башкирской автономии. Поскольку с конца мая 1918 года в России началась настоящая гражданская война, фактически политикой занимались военные люди. Короче говоря, Башкирский военный совет, возглавляемый Ахмед Заки Валидовым и Ильдарханом Мутиным, сформировал национальное башкирское войско, для чего им потребовалось установить непосредственные контакты с антибольшевистскими правительствами России. В связи с этим заведующий юридическим отделом башкирского правительства Искандер Султанов получил задание установить контакт с сибирским правительством. И можем сказать, что он был как раз таким первым министром юстиции Башкортостана. Он возглавлял и активно участвовал в переговорах, как опытный юрист, адвокат. Его направили в Омск для переговоров с сибирским правительством, в ходе которых сибирское правительство как раз таки согласилось снабжать башкирские войска вооружением, другим снаряжением, то есть это был успех. В этот же период времени на переговоры с другим антибольшевистским правительством, находившимся в Самаре, Комучем, отправился другой башкирский эмиссар Мулаян Халиков. Мулаян Халиков, 1894-1937 годы. Родился в ауле Актау Белебеевского уезда Уфимской губернии, нынешнего Буздякского района Республики Башкортостан. Башкир рода Канглы, сословие Типтяр. Член башкирского правительства, затем Башревкома. Председатель Совета народных комиссаров Башкирской АССР в 1921-1925 годах. Территория автономного Башкортостана находилась частично на территории, которую контролировало сибирское правительство, частично на территории, которую контролировал Камуч. И как раз обе эти силы пытались перетянуть на свою сторону башкирское правительство, дабы усилить свои позиции в этой борьбе между собой. И вот как раз, когда Заки Валидов и его соратники поняли, что сибирское правительство не готово идти на компромисс в вопросах создания национальных частей, в вопросах признания башкирской автономии, они приступили к переговорам с Камучем. Потому что именно Камуч, благодаря переговорным способностям, благодаря дипломатическим способностям Мулаяна Халикова и его соратников, Валидова, конечно, тоже, удалось добиться признания башкирской автономии в составе антибольшевистской коалиции, поскольку Камуч все равно играл, скажем так, определяющую роль в этой коалиции, в силу того, что все-таки там присутствовали бывшие депутаты учредительного собрания, которые большевики, как известно, разогнали. Башкирское национальное войско, состоявшее из двух дивизий под названием Башкирского корпуса, структурно входило в состав Народной армии самарского правительства Камуч. Башкирскому корпусу требовался командир в ранге высшего офицера. Таковым из числа башкир был Хаджи Ахмед Ишбулатов. В советской историографии факт привлечения его на службу всегда описывался с иронией. Дескать, не смогли найти более подходящей фигуры, чем престарелый генерал в отставке. Но ирония здесь неуместна. Конечно, генерал Ишбулатов непосредственно не командовал боевыми операциями на фронте. Тем не менее, он внес значительный вклад в военное строительство башкирского корпуса. Хаджи Ахмед Ишбулатов, 1851-1921 годы. Родился в ауле Удрякбаш Уфимского уезда Уфимской губернии. Башкир рода Минг, по другим сведениям, рода Уран. Дворянин. Летом 1918 года был призван на службу башкирским правительством и назначен на должность командира башкирского корпуса Народной армии. В ноябре 1918 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Он сумел за короткий период времени консолидировать башкирские части, и во многом благодаря его присутствию, его командованию башкирским корпусом на протяжении 2 примерно месяцев, в общем-то, башкирский корпус как соединение национальное, как отдельное соединение в составе Народной армии Камуча стало таким уже общепризнанным явлением. Если Башкирская республика, Башкортостан, была признана Комучем де-факто, то Башкирский корпус как национальное соединение был признан де-юре. Такое положение вполне устраивало башкирских автономистов. Однако переворот, осуществленный адмиралом Колчаком, вытолкнул башкир из белого движения, так как верховный правитель не желал признавать ни территориальной автономии башкир, ни их войска. В то же время глава Советской Республики Владимир Ильич Ленин во время тайных переговоров его представителей с Мулаяном Халиковым гарантировал башкирам, говоря его же словами, полную национальную свободу. Очень видна жесткая позиция Мулаяна Халикова по отстаиванию интересов Башкирской республики. То есть с самого начала большевикам были предъявлены 2 главных непримиримых условия, которые были заявлены еще год назад. Вот как раз Мулаян Халиков сказал: мы готовы с вами сотрудничать при условии а. признания башкирской автономии и б. признания образования башкирской национальной армии. Роль переговорщика, она очень важна. Насколько ты ясно, настойчиво и взвешенно излагаешь свою позицию, насколько ты готов, скажем, отстаивать свою позицию и насколько ты правильно излагаешь свои мысли, здесь, конечно, многое зависит от тех людей, которые представляли интересы башкирского правительства. В данном случае Мулаян Халиков. Здесь, конечно, его заслуга безусловно. Результатом успешных переговоров Мулаяна Халикова стало подписание соглашения башкирского правительства с центральной советской властью, ставшее юридическим признанием Башкирской республики, провозглашенной еще в ноябре 1917 года. Далеко не все башкирские лидеры приняли переход башкирского правительства и башкирского корпуса на сторону советской власти. Например, Искандарбек Султанов остался в лагере белых, и его дальнейшая судьба нам пока неизвестна. С другой стороны, союз, заключенный с большевиками, привлек в башкирское национальное движение новых поборников автономии, но уже на советской платформе, которых до этого отталкивало сотрудничество башкирских лидеров с белогвардейцами. Таковым, например, был большевик Харис Юмагулов, сразу же возглавивший Башревком. Так теперь называлось башкирское правительство. В числе вновь примкнувших были также представители Северо-Запада, например, Фатих Тухватуллин. Фатих Тухватуллин, 1894-1938 годы. Родился в ауле Чубуклы Мензелинского уезда Уфимской губернии нынешнего Заинского района Республики Татарстан. Башкир, чья родовая принадлежность неизвестна. Комиссар внутренних дел Башкирской республики в 1919-1920 годах. В дальнейшем занимал должность заместителя комиссара земледелия БССР. И притом он интересовался и историей башкирского народа. Он же собрал в свое время материалы по истории башкирского народа. И он там открыто подверг критике идею создания Объединенной Татаро-Башкирской Республики. Это о многом говорит. Уж вот Фатих Тухватуллин, почему-то которого считают татарином, но он башкир. И притом его арестовали, расстреляли в 1937 году, как башкирского националиста. По окончании гражданской войны Фатих Тухватуллин занялся научной работой, написал ряд работ по земледелию и огородничеству, но главное – составил сборник материалов по истории башкирского народа. Его соратник по борьбе Абдрахман Фахриддинов написал монографию «История башкир», в которой было много интересных новаций. Среди других деятелей из числа северо-западных башкир следует назвать Халима Амирова. Халим Амиров родился в ауле Новый Уртаул Бирского уезда Уфимской губернии, нынешнего Янаульского района Республики Башкортостан. Башкир рода Уран. Сословие вотчинник. В мае 1919 года был назначен политкомиссаром отдельной башкирской бригады, сражавшейся на Южном фронте против войск Деникина. Осенью 1919 года 10-тысячная группировка башкирских войск была отправлена на Петроградский фронт для защиты северной столицы от войск генерала Юденича и финнов. После выполнения боевой задачи власти города организовали фотосессию для своих защитников, благодаря которой мы сегодня имеем уникальную возможность лицезреть многих из них.
Фатих Тухватуллин запечатлен в компании с политкомиссаром Нуриакзамом Тагировым и командующим башкирской группой войск Ахлау Ахловым. Халим Амиров сначала отметился на страницах прессы, где был назван специальным представителем, имеется в виду башкирского правительства и лично военкома Валидова. Затем он фигурирует в постановочных фотоснимках командирского состава. В его задачу входило обеспечивать пополнением и всем необходимым башкирскую группировку под Петроградом. Личности, о которых шла речь в данном очерке, в большинстве своем не пережили 30-х годов. Кто-то погиб еще в гражданскую войну, кто-то был репрессирован впоследствии. Счастливым исключением был лишь Такиулла Алиев, который сумел избежать все превратности судьбы. Такиулла Алиев, 1894-1957. Родился в ауле Новый Зияш Мензелинского уезда Уфимской губернии, нынешнего Актанышского района Республики Татарстан. Башкир рода Гирей, штабс-капитан башкирского корпуса Народной армии. Он был штабным работником, да, комендантом башкирского войска, штаба башкирского войска. После перехода работал в составе башкирского военного комиссариата. Затем его направили в академию имени Фрунзе, но выяснилось, что он служил в составе Белой армии Колчака, был исключен, но несмотря на это он поступил на технический университет, успешно окончил и работал во многих местах. Однако прошлое шло за ним по пятам. В 1936 году Такиулла Алиев был исключен из партии. Ему инкриминировалось следующее. Был ближайшим помощником Валидова, как до перехода башкирских войск на сторону красных частей и после перехода. Тем не менее, ареста он избежал. В 40-е годы под его руководством в Свердловске была построена первая троллейбусная линия. Поэтому одна из улиц нынешнего Екатеринбурга носит его имя. Приведенные здесь примеры показывают, что северо-западные башкиры приняли активное участие в борьбе за свое право на самоопределение. Восстание «Черный орел» или вилочное восстание, прогремевшее в начале 1920 года и шедшее под лозунгом присоединения северо-западных башкир к Башкортостану, поставило точку в вопросе об Уфимской губернии. Она большей частью отошла к Башкирской республике, поскольку такова была воля ее коренного народа, воля участников автономистского движения из числа северо-западных башкир.